Маштабное громадско-культурное мерапрыемство по бяспецы жыццядзейнасці под назвай «За бяспеку» отбылося у Иванове. Удзел у ім прынялі кіраўнік вобласці Константин Сумар и министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашченко. Распачалося громадско-культурное мерапрыемство по бяспецы жыццядзейнасці з урачыстай церемонии передачи Ивановскому районному отделу по надзвычайных ситуациях новой автоцистерны на базе автомобиля МАЗ повышенной проходности с запасом сродков для тушения огню на 10 тонн. Передача такой спецтехники менавіта ивановцам не выпадковая. Ивановские выратавальники – одни из лепших у области по организации службы и боеготовности. Только в бягучем годе у экстремальных ситуациях ими были выратованы житті 5 человек. Захавана материальных каштоўнасцяў больше, чем на 5 миллиардов рублей. Великая увага забеспечению бяспеки жыццядзейнасці надается и в целом в области. Брестская область имеет такие наилучшие показатели по количеству пожаров. Но я должен сказать, конечно, мы должны все делать, чтобы их меньше было. И мы все делаем для того, чтобы создавать и материальные условия, и технические условия, для того, чтобы вовремя приехать на этот пожар тем людям, которым это должны делать. И было чем тушить. Мы только за вот эти годы более 50 миллиардов рублей вложили средств для того, чтобы где-то построить нормальную базу, где-то помочь технику, где-то другим инвентарем. И мы видим, что эти деньги окупаются. Відавочны эффект адчуваюць выратавальнікі ад правядзення таких мерапрыемстваў, падчас якіх яны не толькі знаёмяць насельніцтва са сваімі магчымасцямі, але і заахвочваюць да справы выратавальнікаў дзяцей. Апошнія заўсёды з'яўляюцца самымі актыўнымі удзельнікамі таких акцый. Я пришел сюда, померил форму, мечтаю быть пожарником. И это классно. Дети – это наше будущее, мы взрослые в ответе за них, и мы должны максимально сделать так, чтобы они получали информированность и своевременное грамотное доведение всех этих вопросов будет способствовать безопасности и детей, и в целом это, наверное, безопасность нашей страны будущего. Як дзейнічаюць выратавальнікі і службы ўзаемадзеяння падчас дарожна-транспартнага здарэння, івановцы маглі пабачыць, як кажуць, на свае вочы. Згодна са сцэнарыем, у выніку ДТЗ адбылося ўзгаранне аўтамабіля, унутры якога заблакаваны пацярпелы. Дзякуючы зладжаным дзеянням усіх службаў, чалавек быў выратаваны, а ўзгаранне ліквідавана. Мероприятия, которые сегодня проходят, они очень важные. И то, что сегодня на Брещине проводятся эффективные мероприятия, которые постоянно способствуют снижению и количества беды, ну и, конечно же, гибели людей. Мы сегодня глубоко убеждены, и выполняя поручение главы государства, который нам четко поставил задачу быть ближе к людям, и видим, что вот эта вот близость с людьми, совместное общение, разъяснение, к чему приводит, дает положительный эффект. Пэўны станоўчы плён даюць і рэгулярныя сустрэчы выратавальнікаў, прадстаўнікоў улады з жыхарамі населеных пунктаў, асноўная мэта якіх прафілактыка пажараў і надзвычайных сітуацый. Адна з такіх сустрэч, на якой абмяркоўваліся пытанні бяспекі жыццядзейнасці, адбылася і ў Іванове. Марыя Кубіц, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, областные новины, Иваново.